Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движения за независимость Саха. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Это нужно для того, чтобы алгоритмы Ютуба продвигали наш канал. Так нас увидит больше людей, так о том, что происходит в республике, узнает больше людей. У нас нет цензуры. Сегодня я предлагаю тему, это скандал, связанный с депутатом нашего парламента Александром Ивановым. И перед началом я очень прошу вас дослушать это видео до конца. В конце всех тех, кто поддерживает Александра Игнатьевича, ждет приятная песня в его исполнении на слова нашего поэта Ивана Гоголева, которая очень актуальна для этой ситуации вокруг Иванова и Николаева. Скажу сразу, что мы взяли это видео из его социальных сетей без его разрешения. Очень просим нас сразу за это простить. Итак, я начинаю. На сегодняшний день причиной возмущения масс стало опубликованное в сети прошлогоднее интервью Иванова турецкому журналисту, где Иванов сказал, что у жителей республики, у якутян, есть мечта о независимости, но мы сейчас к этому не готовы. Это был ответ на вопрос турецкого журналиста, почему Республика Саха не отделится от России, не станет независимым государством. Посмотрим, что он ответил. Почему вы отдельное государство не становитесь? Почему? Или они говорят, Россия на этого не позволит. Рассказывайте, пожалуйста, это в реальности есть? Если будет такого, а что дальше будет? Смотрите, у любого народа, история любого народа есть вот столетиями, это не один год, не 5 лет. У каждого, например, русский народ жил под татаро-монгольской игой 300 лет. Да. О чем они мечтали? Они мечтали быть свободными, правильно? И они прошли через очень большие исторические события, чтобы дойти до свободного народа. А если вы меня спросите, любого якута спросите, вы хотели бы этого в будущем? Я скажу да. Но вы спросите, вы готовы сейчас? Я скажу нет. Что началось сразу же после этого публикации этого интервью? Ну, понятно, что это интервью специально где-то, достали. Интервью было опубликовано на канале у Иванова, и его только сейчас почему-то начали все репостить. Что началось после этого? Глава партии Алексей Нечаев публично потребовал исключить Иванова из партии «Новые люди», и он так и написал: «Предателям здесь не место». Лицо нашего якутского отделения партии Сардана Авксентьева назвала депутата сепаратистом и националистом и тоже пообещала исключить из партии. Она сказала, нам не по пути. Сам Иванов назвал происходящее, он дал ответ свой, назвал происходящее политическим давлением и подчеркнул, что мандат он получил от избирателей. «Меня избрал народ, народу меня и выгонять». В партии на сегодняшний день уточнили, что окончательное решение будет принято позже. Кстати, Нургуян Заморщикова, коллега Александра Иванова, тоже подтвердила, вслед за Сарданой Авксентьевой написала, что да, мы против сепаратизма, любых проявлений сепаратизма и национализма. Ну и дальше началось давление. В течение суток мы увидели целый ряд заявлений от местных политиков, которые накинулись буквально на Иванова. Все они известные подхалимы. Например, Подголов и, например, Ваня Луцкан. Высказался также спикер парламента Еремеев и высказался глава местной партии КПРФ Виктор Губарев. Я думаю, что мы еще увидим очередь из тех, кто захочет пнуть Иванова, а заодно лизнуть хозяйский сапог. Губарев вообще написал донос в прокуратуру. Не исключу, что рьяные мальчики из прокуратуры возбудятся на пустом месте. Вообще им бы с коррупцией разбираться в республике, а не за депутатами бегать. Посмотрим, что будет в общем дальше. Травля началась. Понятно, что все они работают по приказу Николаева. Он не простил Иванову выступление в парламенте. На весенней сессии, напомню, Александр Иванов открыто обвинил главу республики Айсена Николаева в воровстве и в колониальной политике, в потакании колониальной политики Кремля.
Имея самую богатую по недрам республику на триллионы рублей, мы по нищете находимся в позорном 70-м месте. Наш бюджет загнали посредством эффективного управления своими концессиями, ГЧП и безудержными затратами в такие долги, что уже пытаемся распродать последние активы республики и неугомонно приближаемся к банкротству. Наши лидеры уже нагло сами участвуют в дележе народного богатства, включая алмазы и золото. Сейчас вы прослушали снова этот фрагмент из выступления, да, и вот у меня вопрос. В чем был неправ Иванов? Он был прав во всем. Бюджет трещит по швам, денег нет. Вместо того, чтобы поднимать социалку, Николаев строит Алан-Холленд. Еще и по непрозрачным схемам. Николаев бездарь, он ничего не умеет, кроме плетения интриг и устранения политических оппонентов. Вот именно за эти слова скандал раздули до федерального уровня. Николаев Иванову это выступление не простил. Что теперь власть в этой ситуации может сделать? В своем ответе Иванов сказал, что уволить его из депутатов, да, будет очень сложно. На самом деле это так. Это может произойти только в том случае, если люди выразят ему свое недоверие. И то это очень сложный процесс. Для отставки надо набрать определенное количество голосов из тех, кто голосовал, отдал свой голос за Иванова. Есть еще один рычаг, о котором сам Александр Игнатьевич упомянул в своем ответе. Это уголовное дело. Но уголовное дело за что? Да, по какой статье? Давайте сейчас вернемся к этому интервью турецкому блогеру. Что в этой речи было? Что в его ответе было? Кто ее слышал, тот понимает, о чем я говорю. Иванов там, кто не слышал, вот сейчас объясню. Да. Иванов там коротко сказал, что у народа есть мечта. Да, есть мечта быть независимым государством, так же, как у любого другого народа. Так же, как у русских была такая мечта, когда они находились под игом. Но готов ли народ к этому? Он там же в этом интервью задается вопросом. Готов ли народ к независимости? И на сегодняшний момент он сказал, нет, народ не готов. И даже сказал, что на самом деле неплохо, что республика находится в составе Российской Федерации, потому что, он там сравнил с народами, по-моему, там США и Китая. Вот. В каком положении они находятся и в каком положении находится сейчас Саха в составе Российской Федерации. Я думаю, что никакого сепаратизма, никаких призывов к отделению, там явно нет. Там явно нет. В истории нам повезло, потому что я вижу другие народы, которые попали под других народов. Китай, например. Да? Вот уйгуры, как они живут. США, как индейцы живут. Если сравнить с этим, у нас очень даже неплохая судьба у моего народа. Есть разница между мечтой и действием. Есть разница между мечтой и призывом к действию. Тот, кто ее не понимает, тот, конечно же, простите меня, дурак. Мечтать может каждый вообще. Путинские приближенные, мы с вами это прекрасно видели, мечтают об окончании войны и снятии персональных санкций. Мы это видели, да, когда они радостно бегали по Аляске. Для них это за граница. Многие из них по много лет не выезжали вообще никуда с территории Российской Федерации. Можно ли посадить за мечту? Нет. В Уголовном кодексе нет такой статьи. Более того, Конституция Российской Федерации, 29-я ее статья, гарантирует свободу мысли и слова. Пусть формально, но тем не менее. Если человек говорит, жители мечтают, но пока к этому не готовы, это не попадает под состав преступления. То есть посадить за мечту нельзя. Почему я употребила слово формально? Потому что это все же политически чувствительная тема. И при достаточном усердии можно найти, к чему прицепиться. Здесь очень тонкая граница. Александру сейчас нужен очень сильный адвокат. И, конечно же, нужна поддержка людей. Чем больше людей будет его поддерживать, тем сложнее властям будет на него давить. Теперь я бы хотела поговорить о Сардане. Да? Почему подключилась Сардана? Казалось бы, она должна была его защищать как коллегу. Но я хочу напомнить вам, что в 2023 году, перед выборами в парламент и городскую думу, тогда Иванов проиграл выборы мэра,
появилась в его жизни, скажем так, Сардана Авксентьева. Она его тогда, летом 2023 года, пригласила вступить в партию и пойти на выборы в парламент. У нее тогда был целый чес по улусам, если вы помните. Она ездила, она приезжала в Нюрбу, Иванов ее встречал, вместе они проводили встречи с населением. Понятно, почему она его позвала. Молодой, амбициозный политик, значит, с лидерскими качествами и со своим, что очень важно, электоратом, то есть с людьми, которые его поддерживают. Конечно же, иметь такое лицо в партии было очень престижно. Тем более новые люди, это, конечно, системная партия, но иногда они выражают довольно такие рациональные вещи, то есть оппонируют власти, скажем так. Почему же она так быстро предала своего коллегу? Надо знать, кто такая Сардана Авксентьева. Надо знать, как она относится к людям. Мы помним, как она стала мэром. Буквально на руках нынешнего депутата Владимира Федорова и журналиста Виталия Обедина она въехала в кабинет мэра Якутска. Буквально на руках они ее внесли. Их стараниями она стала известной на всю страну. И в итоге она кинула их обоих. То же самое она сделала с горожанами, которые ей поверили и голосовали за нее. Она прикинулась смертельно больной, придумала историю с онкологией, а буквально через месяц чудесно исцелилась и отправилась в Москву в кресло уже депутата Государственной Думы. То есть тогда она отдала свое место ставленнику Айсена Николаева. Есть такое, значит, высказывание, да, характеризующее людей. Есть высказывание «тварь дрожащая», а есть высказывание «тварь продажная». Вот Авксентьева из той как раз-таки серии «Тварь продажная». Поэтому в ее действия абсолютно логичны. Удивляться им тоже не стоит. Тогда возникает другой вопрос. Да почему вообще Иванов вошел в эту партию к этой женщине с такой сомнительной репутацией? Скорее всего, он все понимал, да, он же не дурак, не глупый. Он шел, преследуя одну единственную цель. Сделать республику хоть чуточку, жизнь людей в республике хоть чуточку легче. Да, есть такие принципиальные люди с такими благородными целями. И это был, вот сейчас мы видим, очень правильный шаг с его стороны. Мы, жители республики, от его присутствия в Ултумене только выиграли. Чего не скажешь, я имею в виду принципиальную, значит, позицию и благородство, чего не скажешь об Айсене Николаеве. Айсен Николаев – марионетка Кремля. И ему очень не нравится, что Иванов так открыто заявляет протест. Протест против самого Николаева, против его, значит, правления, против того, что он делает в республике. А еще ему не нравится, что Иванов вместе с депутатом Поскочиным открыто заявляют протест против закона о местном самоуправлении. Они встречаются с жителями улусов, разговаривают с ними и вообще открыто заявляют, что нельзя уничтожать село. Да, это закон о местном самоуправлении просто уничтожит село, чего нельзя делать. Нельзя уничтожать местное самоуправление, и они призывают жителей сопротивляться этому закону. Конечно, Николаеву это тоже не нравится. Этот закон был спущен сверху, то есть из Кремля, да, прямой приказ Кремля, и желательно, чтобы на местах он был выполнен. Вот Николаев старается. Правильно Иванов процитировал известные слова, да, сказал, что нет больших врагов своего народа, чем воспитанная колонизаторами интеллигенция. Абсолютно точно было сказано. Николаеву также не нравится тот факт, что депутаты задают ему неудобные вопросы, касающиеся расходования бюджетных средств. Сегодня выступил с видеообращением к жителям республики Афанасий Максимов. Он в нем указал конкретную причину преследования. На его взгляд, причина кроется в том, что Иванов и Поскочин задают вопросы, касающиеся алмазного бизнеса жены Николаева и банка, Алмаз-Эргенбанка, который тоже принадлежит жене Николаева, ну, то есть чете Николаева, да. В 2021 году по этому поводу даже было подано заявление в Следственный комитет. Давайте посмотрим это видео. В 2021 году Совет старейшин Якутии Итык-Сюбе заявил в Следственный комитет на супругу главы Якутии Айсена Николаева Людмилу Николаеву. Жена главы региона и экс-банкир
незаконно стала владельцем рассыпного алмазного месторождения с запасами на $1 миллиард. Об этом рассказал председатель Совета Михаил Иванов. Мы уверены, что в деле есть коррупционная составляющая. Аукционы, которые должны были проходить публично, были проведены в закрытом режиме. Кроме того, у Николаевой была возможность оказывать давление на прежних акционеров предприятия, считает Иванов, отмечая, что во время покупки акций предприятия, владеющего месторождением алмазов, Николаева работала в банке, имеющем статус агента правительства Якутии по инвестициям в добывающие отрасли. Уважаемые сограждане, нас глубоко возмутило то, что супруга главы Якутии Людмила Николаева неожиданно стала хозяйкой алмазного рассыпного месторождения. Ей принадлежит компания ООО «Алмаз», запасы которого оценивается в $954 миллиона США, 40% доли. Мы понимаем, что за этим скрывается доля Людмилы Николаевой согласно Семейному кодексу России. В уставном капитале 40% также принадлежит Арсену Николаеву, главе Якутии. Стоимость этой доли не стоит 4000 рублей. Как может это показаться гражданам? Эта доля по рыночной стоимости может составлять $400 миллионов США. Рассыпное месторождение на глубине всего 10 метров означает, что можно добывать алмазы бульдозером. Сегодня, 20 июня 2021 года, мы, старшее поколение граждан республики, направили заявление в Следственный комитет России о признаках состава преступления, которые предусмотрены Уголовным кодексом России, могут соответствовать признакам преступления, предусмотренные по статье 290 «Взятка», либо коммерческий подкуп. Мы считаем, что передача доли в основном капитале ООО «Алмаз» связана с общим покровительством при разработке природных ресурсов Якутии, а также при оформлении месторождений и аренды земельных участков, в том числе и на особо охраняемых территориях севера. Эта доля в 40% может также быть продана за миллиарды в обмен на преференции при оформлении и регистрации торов как освобождение от налоговых обязательств. Ну, то есть причины преследования депутатов и Иванова, и Паскачина, потому что на Паскачина тоже заведено уголовное дело, они лежат как бы на поверхности, да, непонятны. Теперь давайте посмотрим, как живет республика на фоне всей этой неконтролируемой коррупции. На войну в Украине сейчас тратят триллионы рублей. Откуда Кремль берет деньги? Все правильно. Из национальных республик, из наших земель, из наших карманов. Что мы в итоге получаем? Да? Абсолютно нищенский бюджет. Людям ни на что не хватает. Цены растут как бешеные. Вы, наверное, все видите, сколько стоят, к примеру, фрукты в том же самом Абыйском Улусе. 4000 рублей за маленький арбуз. Масло золотое. Мясо для некоторых семей – это роскошь. Про квартиры я вообще промолчу. Ценники такие, что даже средний чиновник их не может осилить. У простого человека, который работает в школе, в больнице или, там, например, на почте, вообще нет таких денег и никогда не будет при этой власти. Живут только в кредит и под бешеные проценты. Люди превратились в должников банка. Что Николаев делает в этом случае? И Николаеву абсолютно все равно. Он не живет жизнью простого человека. Он не знает, что такое считать копейки от зарплаты до зарплаты. Занимать у соседей. Или брать микрозайм, чтобы купить, я не знаю, там одежду, да, к школе детям. Он занят великими, в кавычках, проектами. Кинопавильоном, Маланхолендом. И это в кризис, когда людям не хватает ни на еду, ни на лекарства. Молодец, что тут скажешь. Все ради картинки и для того, чтобы отчитаться в Москву. Но кто за всю эту показуху платит? Люди, обычные люди, бюджетники, студенты, пенсионеры. Люди платят за парад достижений ценой собственного здоровья и собственного будущего. Николаев думает, что народ бесконечно будет так терпеть, что все будут молчать и дальше выживать как могут.
Так не бывает. Народное недовольство все равно рано или поздно выплеснется. Потому что нельзя без конца издеваться над людьми, забирая у них последнее ради войны и ради вот этих вот бессмысленных проектов. Когда-нибудь Николай все равно за все ответит. За каждую семью, которая не может свести концы с концами, пока он кланяется там, в Москву ездит. За все, что он сделает с людьми, ему придется держать ответ. На этом все. До скорой встречи. Слушаем песню. Кихинито үрдетери үрдік уңық болбадақ үрдік соло болбадақ үрдік өйі туғада үрдік баға санада үрдік өйі туғада үрдік баға санада Кихинито нам татари кылга содо болбада кылга соно болбада каптаңнахын йылаңнахын караңа тыгы ымсырахын каптаңнахын йылаңнахын караңа тыгы ымсырахын Kerkederi Mangan sirey bolbadak Manı tanas bolbadak Kere yütü baygıda Gildeller çığlada Kere yütü baygıda Gildeller çığlada Kirtideri Kirdaktar bak bolbada Kirdağıstan bolbada Albına havoçuda Adım canı kolunları Albına havoçuda Adım canı kolunları Kırıtınlara Güncül xara bolbadak Güçteğle bolbadak Aspat çünkü ahtılgan Aspat ahi kuturgan Aspat çünkü ahtılgan Aspat ahi kuturgan Kihinito Ölbettinir Ölbetmene bolbadak Orcan medel bolbadak Kırcıkine gühüde Holoy kurtup ölüde Kırcıkine gühüde Holoy kurtup ölüde Kırcıkine gühüde Holoy kurtup ölüde